Асхат из породы бедолаг. Все беды по его голове ходят. Перед самым Курбан-Байрамом одно за другим свалились на него два несчастья. Когда я по задворкам прибежал к Асхату, только что пригнали стадо. Они с Ибраем, старшим братом, загоняли скотину. Бычок послушно идет, а корова артачится. И добрым словом уговаривали, и хворостиной упирается. Видать, собственный хлеб уже корове опостылил. Замороченный Ибрай даже верхом на нее уселся, и так и попытался загнать ее. Не вышло. Та вдруг прянула в сторону, незадачливый наездник влетел в кучу лежалого навоза. В самый раз этому Ибраю, насмешнику и подговорщику. А братишка тут же и сочинил. Сел Ибрашка на коня и сказал: «Вези меня». Конь рогами покачал, не поеду, замычал. У Ибрая даже глаза округлились. Он направился к Асхату, но тот был начеку и ловко завернул на другое. Корова сильнее или бык сильнее? Бык! В один голос сказали мы с Ибраем. И малый ребенок знает, что мужчина всегда сильнее. Так затащим ее волоком. Как? Надо их хвостами связать, кивнул Асхат на быка с коровой. Ибрая такая хитрая догадка век не посетит. Кожура на голове толстовата. До достоинства старшего брата он постарался не уронить. Дурак суетливый. В голове брата созрела эта мысль. Он и взял, и вперед заскочил. Тебя за язык тянули? Нет, вроде. Ладно, покуда я жив, здоров, держись, браток, за меня, не осрамишься. Не голова, клад. Постучал он себя по лбу. И понесло губернатора. Эти слова больше, кажется, в мои уши целились. Подавай быка. Асхат подогнал покладистого пегого бычка к корове, и Ибрай собственными руками крепко связал их хвосты. Асхат взял бычка за рога и потихоньку начал подтягивать хлеву. Корова уперлась, будто всеми 4 копытами в землю вросла. Но и бычок не подкачал, звание джигита не уронил, напрягся и потянул со всей отвагой. Хвосты бедных животных, вытягиваясь, становились все тоньше и тоньше. Тут Ибрагим, к усердию добавив страсти, вытянул быка хворостиной. Наш пегий дурачок подпрыгнул и отчаянно рванул вперед. И в это мгновение раздался треск. Смотрим, а на месте бычьего хвоста мохнатый обрывок торчит. Хлынула кровь. Бычок взревел дурным голосом и понесся по двору. Возле дома он врезался во всевший плетень. Плетень свалился. Бедняга, обезумев, перескочил через него и унесся за холмы. Мы все трое припустили за бычком. Были уже глубокие сумерки, когда мы привели его обратно. От такой скачки, от боли, бычок совсем обессилел, даже и головы не мог поднять. Изо рта без остановки шла слюна. Возле ворот нас встретил отец Асхата и Ибрая, Искандер Агай. Он был в челме, видно, собирался в мечеть на вечернюю молитву. В руках держал бычий хвост. Происшествие с быком видела старшая сестра Асхата и Ибрая. Она-то, вероятно, все ему рассказала. Поэтому Искандер Агай подробностей выяснять не стал. «Какая собака это придумала?» – спросил он и потряс хвостом. «Асхат придумал», – сказал Ибрай. «Мне бы и в голову такое не пришло, отец». «Опять ты! И отец, и мать – люди достойные, порядочные, от пса родившийся пес!» Завсегдатай мечети, грязно выругавшись, сгреб Асхата за ухо и, нахлёстывая толстым окровавленным концом хвоста, потащил к хлеву. И вместо вечерней молитвы отец своего младшего сына, в котором ведь даже капли жира не осталось, выпорол до полусмерти. Ибрай вмиг куда-то исчез. Асхат и звука не обронил, только посвист хвоста доносился из тьмы коровника. Наконец показалась белая чалма Искандера Агая. «А тебе что здесь надо? Ступай домой!» — рыкнул он на меня, но задерживаться не стал. Пинком запустил в воздух кумган, стоявший на крыльце, и прошел в дом. Я прокрался к Асхату. Он лежал, распластавшись ничком на куче соломы, только изредка всхлипывая. Я не знал, что и сказать ему. Молча присел на корточки в изголовье. Асхат осторожно протянул руку и потрогал мое колено. Тут совсем поблизости раздался голос старшей матери, зовущей меня. «Я здесь, старшая мать!» «Где?»
У Искандера Агая в коровнике!» Она встала в проеме двери. «Ты что здесь, потьма, в чужом хлеву сидишь?» Асхата отец до смерти выпорол. За бычий хвост. Он даже встать не может. Что за бык и какой хвост, она не допытывалась. На ощупь отыскала стонущего Асхата и осторожно поставила его на ноги. «Пойдем-ка в дом, сынок». «Ой, спина!» — вскрикнул Асхат. Старшая мать повела его через двор. В доме Искандера только тусклая лампадка тлела. Все обитатели дома, кроме хозяина, забились, видно, за занавеску. Ни звука не слышно. Старик сидел на хике и перебирал четки. «Отложи-ка четки, Искандер», — сказала старшая мать, повысив голос. Тот не послушался. «Тебе говорю», — повторила она. Искандер Агай четок не отложил, но его быстро сновавшие пальцы замерли на зернах. «Здравствуй, сноха, проходи», — пробормотал он сквозь зубы. «В красный угол, пожалуй. В тебе вера есть?» Она задрала рубашку и показала исполосованную, кровью сочащуюся спину Асхата. «Сказала бы, что зверь, да ведь и зверь так свое дитя не истязает. Ты и зверь бессердечный, Бога не боишься, людей постыдись. Чтобы все твои молитвы были впустую, Божьего не касайся, сноха. Не посетил бы тебя гнев Господний, а ты человека не обижай. Людское проклятие коснется, и в могиле покоя не найдешь. Я еще не видел, чтобы старшая мать так гневалась. Совсем как мать гусыня, когда своих гусят защищая, на кошу набросается. И гусенок-то не ее, а хотя нет, она ведь Асхату повивальной бабкой была. «Смотри!» — предупредила она старика, чтобы и пальцем не тронула ребенка. Сейчас в ее душе обиду посеешь, потом ненависть пожнешь. Нет большего несчастья, чем между отцом и сыном вражда. Искандер Агай не стал больше пререкаться. Если бы кто другой ему это все выложил, старик разбушевался бы. Но старшей матери возражать он не смеет, и никто в ауле не может ей прикословить. «Эй, за занавеской, есть там кто-нибудь?» — крикнул Искандер. «Не слышите? Гость пришел! Самовар поставьте!» Там что-то зашуршало, что-то звякнуло, но ответа не пришло. Старшая мать усадила Асхата на хике, и мы ушли. «Старшая мать, а порванный бычий хвост отрастет?» — спросил я по пути домой. «Отрастет, и хвост отрастет. Вот только надежда разбитая не заживет, да обида от ближнего не пройдет». Смысла последних слов я, разумеется, не понял. Другая беда с Асхатом приключилась в самый канун праздника. Все мальчишки нашей улицы договорились. В праздник после полудня едем на озеро Акманай, лошадей купать. Мой самый старший брат Муртаза и мне разрешил взять нашего серого мерина. Купание лошадей на Акманае – это само по себе целый праздник. Прежде чем ехать на озеро, каждый мальчик чистит свою лошадь скребком, выбирает из гривы весь репейник и даже заплетает ее в косички. А кто пофорсить хочет, так еще и в эти косички ленты всякие яркие вплетает. Наши такого щегольства не любят. Поскреб я свою лошадь, сколько росту хватило. Земли, где не дотянулся, верхом дочистил. Причесал, пригладил, да отправился к Асхату. У Асхата на спине уже струпьи отпадать начали, и на лице синяки от черного на желтизну потянуло. Если спросит кто, отвечает коротко: бык забодал, и мне так отвечать велел. И зачем только на бедного бесхвостого быка напраслину возводим? Посреди двора, разукрашенная, разнаряженная, словно невеста, готовая войти в объятия жениха, стояла вороная, одноглазая кобыла. Не кобыла, картинка прямо. К двум ушам 2 вышитых платочка с бахромой привязаны, грива сине-красными лентами заплетена, даже передние бобки белыми тряпочками обмотаны. А хвост так и блестит, переливается разными крупными и мелкими монетами, и медными, и серебряными. Вот глаз только один, да и тот моргает беспрестанно и гноем сочится, будь неладен. Откуда, спросите, такое убранство кобылке досталось? Угадать нетрудно. Братья глубоко, должно быть, нырнули в сундук с приданым 2 старших сестер. А может, не так вовсе. Может, сестры сами одолжили, после того, как Асхат чуть Богу душу не отдал. Они все немного помягчели к нему. Расфранченную в пух и прах, с отвисшим животом и короткой шеей кобылу,
Ибрай и Асхат держались с двух сторон, залыковый недоуздок, и приплясывали на месте, напевая в лад. Хайт вороной и находец, конь мой горячий конь, шея лебяжья, черный огонь. Хайт вороной и находец, ты обгоняешь ветер в пути, шаг твой крылатый равен 5. Хайт вороной и находец, кто на крупе усидит, тот джигитом всем джигит. Смел, уверен и спокоен, ханской дочери достоин. Хайт вороной и находец, хвост твой павлиний по ветру летит, шаг твой крылатый равен 5. Скачешь в степи от зари до зари, огненным взглядом меня одари. Хайт! Вороная же на эту высокую хвалу ни головой не мотнет, ни хвостом не махнет, стоит себе смирно. И только услышав умоляющее «огненным взглядом меня одари», кажется, вздрогнула. Видно уж насчет своего взгляда-то кобыла не обольщалась. И столь непомерная лесть не понравилась ей. Она вдруг повернула голову к Асхату и под корешок откусила его левое ухо. А ведь уже завтра был бы праздник. В этом году от праздника радости не было. Я лежал избитый, кровь выплевывал, а друг на всю жизнь одноухим остался. Когда у старого Кадыргула с улицы Трех Петухов родился сын Ишмурза, нас со старшей матерью опять позвали. Это был последний мой повивальный праздник. Но застолье в честь Ишмурзы гостиниц своему другу я все же вынес. Набила оба кармана медовым чак-чаком. Один карман сестренке с братишкой вывалил, но другого и не коснулся. Вечером я на сером мерине верхом отправился за околицу, на выпас и завернул к Асхату. Он тоже выехал верхом на вороной. На той стороне оврага мы, стреножив, опустили лошадей и уселись на травке. Я сунулся в карман за гостинцем, но свалявшийся чак-чак прилип к холщовым штанам. Только совсем вывернув карман, мы смогли отодрать его. Половина гостинца Асхат протянул мне. «Наелся я! В горле еще стоит! Вот!» — показал я, разинув рот. Он по своему обыкновению не спеша уважительно начал есть. «Мне сегодня опять влетело», — сообщил мой приятель, погладив скулу. «За что?» «За песню. Отец проснулся утром весь по макушку в пуху. У него подушка ночью порвалась, а мне и надо было выскочить. Поднялся отец с подушки, пух и перья на макушке. Ух, теперь от всех подряд пух и перья полетят. Чтоб шайтан тебе на язык плюнул!» — крикнул отец и подшитым башмаком запустил. Прямо в срамное место попал. Тут я и переломился пополам. Сам дурак, даже язык свой сдержать не могу. Белоголовый, одноухий Асхат, если взглянуть вдруг, похож на самовар с отломанной ручкой. Даже лучи закатного солнца играют в его волосах, как переливались бы они в прозрачном чаду самовара. Внизу под горой расстилается чуть заметная глазу ясная синева. «Вон та синева», — говорит Асхат, — «она с неба сыплется. За целый день свод небесный накаляется, вот под вечер сыплется с лазури синяя пыль». Чистая правда. Откуда же еще взяться такой синеве? Если бы из земли поднялась, был бы просто туман. Вечер высок, тих. В олеющем небе ни облачка, на земле ни ветерка. И долго горестная песня кого-то, едущего через луг, разрезала тишину. Должно быть, верхом едет. Пеший человек не смог бы петь так широко и так безотрадно. Я и сам только на лошадь залезу, или веселюсь, как сумасшедший, или совсем сникаю. Ясно расслышали мы только последние слова песни. «Не войдет человек в чужую могилу». Это Рамазан, сын Шахи. Асхат тут же узнал певца по голосу. Сильно горюет он по отцу. С неделю назад случилось событие, потрясшее весь аул. Два брата, Кашифидин и Шахидин, строили возле деревни Лекаревки мост через Дему. Уже совсем достроили мост, как оступился Кашифидин и упал в реку. Он не умел плавать. Пытаясь спасти старшего брата, Шахидин прыгнул вслед за ним. Ушел под воду и больше не показался. Кашифидин кое-как прибился к берегу, а Шахидин так и исчез. Только через 3 дня где-то внизу Демы выплыло его тело. Оказалось, что, ныряя, он ударился головой о корягу. Давно затих голос Рамазана, а его песня все еще звучала в ушах. «Не войдет человек в чужую могилу». «Асхат! Асхат!»
сказала я моему загрустившему другу. А ведь если подумать, Шихидин не в свою могилу вошел. Умереть-то Кашифидин Агай должен был. Не знаю, покачал головой Асхат. Надо будет у старшей матери спросить. О рождении человека она все знает. И про смерть, наверное, тоже. Но спрашивать у нее я все же не стал. Не любит она, когда про смерть допытываются. Асхат долго молчал, и когда начал говорить, что-то загадочное было в его голосе, и мне опять стало неспокойно. Есть у меня 2 тайны. Сумеешь сберечь, обе тебе открою. Клянешься? Хлебом клянусь. Ты же знаешь черноволосую, черноглазую Фариду с вашей улицы? Она сирота, дом у них высокий. Знаю. Мачеха Фариду день-деньской только бьет да ругает. Несчастная она, вроде меня. Мы с ней парой пришлись. Об этом ни одна из 2 сросшихся обожженных молнией берез, что возле святого ручья стоят, сказала. Эту девочку я больше всех на свете жалею, даже себя так не жалею. Я и песню про нее сложил. В темном доме девица плачет, леденеет, мою сердцу девицу, бедную, жалеет. Пою эту песню и плачу. А ей какая польза от твоих слез? Покуда пользы нет. Но когда я вырасту, я влюблюсь в нее. Я однажды, весенним утром, перед самым-самым восходом, я возьму ее за руку, и мы пойдем навстречу солнцу. Птицы без умолку будут петь нам, а впереди, показывая дорогу, будут порхать бабочки. Видя нашу радость, цветы склонят головы, уползут змеи в нору, волки забьются в логово. Мы будем идти и идти, и поднимемся на самую высокую земную вершину, девичьей горки даже выше, само небо внизу останется. Ту вершину покрывает высокая густая трава. Если чуть нагнуться, она совсем нас закроет. И в этой траве я украдкой поцелую ее левую щеку. На левой щеке у нее красивая родинка есть. Фу, нашел занятие. Целующийся Асхат мне совсем не понравился, а поведение Фариды, позволяющей целовать себя в густой траве, показалось и вовсе неприличным. Влюбленные должны целоваться, иначе нельзя. Я ведь не сейчас, когда вырасту. Не была бы Фарида сиротой, не обижала бы ее мачеха, я бы и не влюбился в нее. Счастливому человеку нужды-то во мне 1 копейка. Из тех берез-двойняшек одна мне так сказала. Шаткому опора нужна, одинокому в друге нужда. Такие, как мы с Фаридой, шаткие, друг другу опорой должны быть. Только об этом никому уж не говори. Сказал же, клянусь, клятве не веришь, что ли? Верить-то верю. Не совсем по душе пришлась мне та Асхатова тайна. Верю, и на самую высокую гору заведет он Фариду, и солнечными лучами ее окутает, и птицу певчую поймает, и песню, что лучья перенял, споет. Небо внизу будет, а не наверху. Силы у него безграничные. Только я и ту Фариду знаю. Каждый раз, проходя мимо их дома, поправляю тюбетейку, чтобы ладно сидела, и стараюсь поменьше шмыгать носом. Зря открыл мне Асхат свою тайну. Выходит, этой девчонке с черными-черными волосами, с ярко-черными глазами, с родинкой на левой щеке я не ровня. Потому что живу я живу, а страданий еще никаких не изведал. Какие бы испытания мне ни выпали, тайны друга я никогда не открою. Луна видела, солнце высушило. Друг не заметил, что я о своем задумался. Он был полон своей тоски. «Были бы мы птицами, — сказал Асхат, — улетели бы далеко-далеко. Я бы уговорил ее». А какой бы ты птицей стал? Кречетом, лебедем или скворцом? Он долго думал и потом ответил. «Нет, все равно я бы птицей не стал. Если я в птицу обращусь, вихрь, когда за мной придет, поищет меня и обратно улетит». Какой вихрь? Этот вихрь и есть моя вторая тайна. Повтори клятву. Хлебом клянусь. Я смотрю прямо в худое лицо Асхата. Глубокая дума сидит в его синих глазах. Я ведь здесь не за себя, за другого мальчика живу. Я не здесь, я в другой прекрасной стране родился. Там шелковые травы высоко вздымаются, ягоды и плоды медом наливаются. Налетел однажды страшный ураган, подхватил меня, понес через бездонные ущелья, черные леса,
неоглядные долины и бросил здесь. А отсюда другого мальчика унес, чтобы каждый из нас изведал. Он — счастье и радости, а я — беды горести. Если бы не занесло меня из чужих стран, не клевали бы меня всем, словно птенца из чужого гнезда. Пройдет срок, и нас снова поменяют. Я знаю, они парой ходят. На одно страдание — одна радость. Вон из-за того березняка вынесется вихрь, схватит меня, и мы улетим. Каждый раз только ветер поднимается. Я лезу на крышу сарая и жду. Но не настало еще время. Я еще здесь не всю свою долю изведал, не всю воду выпил, не весь огород проглотил. У меня сердце оборвалось. Выходит, тебя нечистая сила подменила? Выходит, ты шайтана сын? Нет, у него дети светлыми не бывают, все черные. Говорю же, меня сюда из другого мира, из страны счастливых забросило. Все равно меня отыщут. Много после этого ураганов прошло, много вихрей пронеслось, но все они обходили моего друга стороной. Асхат об этом больше никогда не говорил, ни разу, и я не напоминал. Так на перегонки с судьбой мы и подрастали, выросли, вытянулись. Когда Асхат был маленький, старый Искандер в школу его не пускал. «Только и осталось, к черту за наукой ходить», — говорил он. Потом уже и сам Асхат не очень рвался. Так и остался полуграмотным, еле буквы разбирал. Но прославился в нашем ауле и во всех соседних как острослов, выдумщик, сочинитель песен. Из-за острого языка и поколачивали порой. Но он не унывал, языка своего не укращал, только приговаривал: по вору и кнут. Но однажды налетела черная буря, накрыла всю страну, закружила наших дигитов и унесла в далекие края. Не из светлых стран пришла эта буря, из черной страны горе нагрянуло. Асхат уже понимал тогда, что родная земля его с шелковой травой вся здесь, у его ног. Била и мотала нас этим вихрем. Мы становились мужчинами, и в долю выпала кому смерть, кому слава. Но выше всех бурь поднялся священный свет родной земли. Он осветил мужество живых и могилы мертвых. Многих огненный вихрь унес в страну, откуда возврата нет. Пропал без вести и Асхат. Но я не могу поверить, он был не из тех, кто пропадает без вести. Видно, синева его глаз слилась где-то с синевой неба. Не думаю, что умер он в судорогах, корчась на земле. Может, ехал он верхом и рухнул с седла, а может, в пылающем самолете сгорел высоко в небе. Он был красивым человеком. Я не верю, что красивый человек может умереть некрасиво. Он был поэтом. Смерть поэта не может быть безобразной. Прошли годы. Я уже думал, что Асхат совсем ушел в омут времени. Но вдруг глазу, как ветер невидимая, уху, как луч неслышная, весть о нем пронеслась над нашей землей. Будто бы видели. Одноухий синеглазый юноша перепрыгивает с планеты на планету и лучиной зажигает потухшие звезды. А тем, что тускло горят, добавляет яркости. Этому вполне можно верить. Он был поэтом. Значит, поэт взялся за свое главное дело.